Сегодня Международный день людей с инвалидностью. Он был провозглашен в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН. С одной лишь целью – мобилизовать общественность для решения важнейших вопросов, касающихся интеграции людей с ограниченными возможностями. Речь не только об инклюзивном образовании и доступной среде, но и о трудоустройстве. В Сысольском районе в этом году разработали целый проект, который поможет занять работой людей с инвалидностью старше 18 лет. Он рассчитан на ребят, которые окончили школу, но так и не смогли найти подходящую вакансию. Их решено обучить новым специальностям на базе местной соцзащиты. Елена Кононова расскажет подробнее. С электрической машинкой Даяна Морозова уже знакома. Азам швейного дела ее научила мама, да и в школе на уроках труда тоже приходилось шить. В Горьковской школе училась, там прикладки шили. Пока здесь мало что он напоминает мастерскую. 2 швейные машинки, ручная электрическая и, главное богатство, электрический вязальный аппарат. При помощи них можно создавать вот такие красивые вещи, которые не стыдно продать и получить доход. А это одна из главных задач проекта «Трудовая мастерская» ОСВЧ, что в переводе с коми на русский значит «самодельный». В роли мастеров ребята с особенностями здоровья, которые после окончания школы не могут устроиться на работу. Сейчас многие работодатели не спешат брать людей с инвалидностью по многим причинам. Чтобы взять человека с инвалидностью, для него надо создать очень много условий. Начиная как комната, рабочее место. Есть люди, которые медикаментозно зависимые, поэтому не каждый работодатель стремится. Как правило, они делают это отписками, что они не могут. Да, нет условий. Сегодня в социально-реабилитационном отделении пока что идет подготовка к реализации проекта. Здесь ждут ответа конкурса президентских грантов. Результат будет известен только в марте. Если идею специалистов Сысольского центра соцзащиты оценят на федеральном уровне, то на выигранный грант приобретут дополнительно швейное оборудование, машинки для вязания, фурнитуру, материал нитки. Мы уже в течение 2020 года мы постепенно готовимся к тому, что мы начнем такой большой этап реализации. У нас уже сформирована группа, вот сейчас они занимаются. Потихонечку мы начинаем и участвовать в выставках, и в конкурсах, различные поделки изготавливать. Конечно, нам очень помогают волонтеры, потому что у нас специалисты занимаются, в основном-то специалисты социально-реабилитационного отделения. То есть не все мы можем вязать, например, на вязальных машинах, да, поэтому мы привлекаем еще волонтеров, которые умеют это делать. Кроме шитья и вязания, ребят научат создавать креативные поделки. Это и тренировка мелкой моторики рук, что очень важно для людей с особенностями развития здоровья. И, конечно же, общение. Его инвалидам тоже, как правило, не хватает. Если кто-то не приходит, потом уже спрашивают, почему не пришел, звонят, общаются, ВКонтакте потом переписываемся тоже очень часто. То есть новые друзья, новые товарищи. Помогают реализовывать проект сразу несколько организаций. Специалисты музея истории, например, готовят мастер-классы по изучению различных техник вязания. А Центр спорта займется оздоровлением. Всего в будущем году планирует охватить 10 человек. Трудовая мастерская будет работать 2 раза в неделю по 4 часа и даже с выездом в соседние села. Елена Кононова, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сысольский район.